в последнее время именно на этот день, на этот праздник Ноурус, у нас больше стали придавать значение вот этому праздничному блюду сюмелек. Вообще сюмелек по происхождению это блюдо скорее оседлых народов, потому что в истории появления этого блюда у многих народов запечатлена в принципе одна версия. То, что с приходом весны, тогда, когда уже все запасы заканчиваются, были какие-то времена или моменты голода, и чтобы не умереть от голода, собирали все вот остатки, все там где-то пшеница, где-то крупа, где-то еще что-то, и все в один котел, в один казан, так, чтобы вот, ну, с голоду не помереть. В одной версии. В другой версии это как празднование, кушание, вот все вот так вот в одну кучу, все опять-таки, ну, все в один казан. Ну, здесь все-таки это присуще оседлой культуре, это блюдо. А вот у наших предков именно в этот день, в Ноурус, или так называемый по-корейски в Улугы, в знаменательный день, какое было праздничное блюдо? У нас оно называлось чонгоджо. Чонгоджо, что это, во-первых, что это такое, что это за блюдо, что представляет оно из себя? Я вот в детстве, я помню, я сам не раз как бы пробовал это блюдо, оно мне очень нравилось, и вкус я по сей день еще вот не могу забыть этот вкус, потому что это в первую очередь, это было мясо, потому что кыргызы, как правило, осенью у нас режут скотину для соом, так называемый, то есть для зимней про запасы, то есть заранее осенью режут скотину, заготовку на всю зиму с таким расчетом, и всю зиму, чтобы в холода скот не резать, а вот заготовки делают, и всю зиму по мере возможности там этим мясом питается. И вот к весне как раз таки все, что остается в этом запасе, они все остатки вот этого мяса, заготовки, они в один казан и как бы готовят это блюдо. И туда еще добавляют вот коджо, это очищенная пшеница такая, ее очищают от скорлупы, там есть специальный такой способ, и добавляют его к мясу. И вот это вот праздничное блюдо для кыргызов, это праздничное, потому что вот это заготовленное мясо, это сюрет, там отдельный вкус, а потом еще и пшеница, и вот, в общем, это действительно праздничное блюдо. Именно присуще кочевникам, нашим предкам. И вот, насколько я помню, когда еще мы не праздновали как на государственном уровне, как Ноурус, всегда он знаменовался как именно Улугын. И в этот день наши вот дедушки, бабушки, они готовили, ну, бабушки готовили вот это блюдо вот праздничное, именно чонгоджо. Вот хорошо было бы, если мы сегодня вот эти вот наши традиционные блюда, традиционные названия этих праздников, если мы бы уже бы понемногу восстанавливали.